Добрый день, друзья! Хайырлы күн, дуслар! Вот и начался 2022 год. Начался он бурно, но все-таки перед тем, как поговорить о делах наших нынешних, насущных, я думаю, будет правильно все-таки подвести итоги прошедшего 2021 года вкратце. Итоги 2021 года для нас, для татар, для татарского мира, для татарской нации. И перейти уже к делам сегодняшним. Тем более, что сегодняшнее это как раз и логическое продолжение того, что у нас было в прошлом году и в более ранний период. Итак, в 2021 году, конечно, самым главным событием для татар это была перепись населения. Я думаю, это не будет секретом и для зрителей нашего YouTube-канала, потому что мы этому вопросу уделяли очень большое внимание. Он, наконец, прошел в октябре. Прошел, конечно, я бы сказал, со своими особенностями. В первую очередь, то, что большинство людей, те, кто приняли в ней участие, приняли в ней участие в онлайн-формате через госуслуги. В крупных городах практически очень редко ходили сами переписчики. Я больше переписчиков люди видели, конечно же, в сельской местности и в маленьких небольших населенных пунктах, в маленьких городах. Многие люди, конечно, были не переписаны, если вообще говорить о переписи. И, как говорят эксперты, это была одна из самых, или может даже самая, наверное, да, по крайней мере, за последние 40-50 лет, такая неэффективно проведенная и, скорее всего, неправильная, то есть сфальсифицированная по своим результатам перепись, потому что очень малое количество людей было охвачено, и во многих городах, я вот маленький пример приведу, с столицы Башкирии, да, в Уфе, к примеру. Вот как мне рассказывали мои друзья, знакомые, которые в том числе работают в статуправлении, работали переписчиками там, или у которых друзья были переписчиками. Вот в Уфе многие переписчики, которые ходили по домам, им был отдан приказ, что если в доме проживает, в квартире, допустим, проживает один человек, да, то есть одинокие люди, то к ним автоматически переписывать уже потом как бы проживающих якобы и других людей. То есть таким образом, таким искусственным образом увеличивать население города, а здесь цель одна единственная, это сохранить за Уфой статус города-миллионника. Это вот уже гарантированная вещь, гарантированные, как говорится, факты, которые происходили всего несколько месяцев назад. Что касается нас, татар, и татарских проблем, то, конечно же, мы большое внимание в ушедшем году уделяли проблеме фальсификации в национальном плане, да, то есть в первую очередь то, что была политика башкиризации татар, и конечной целью было переписать татар во время переписи башкирами. Конечные результаты вот этого мы увидим где-то через полгода-год, скорее всего, к концу 2022 года. Но уже то, что было до этого, и та информация, которая к нам шла во время переписи, мы можем понять, что все-таки часть людей перепишут башкирами, да, но что меня обрадовало, конечно, в этой переписной кампании, что все-таки большая часть наших соотечественников в Башкортостане, она не поддалась этой агитации, и многие люди пытались конкретно контролировать так, чтобы их записали, их подлинную национальную идентичность, подлинную национальность татарами. Но как уж потом будут мухлевать эти господа товарищи из высоких кабинетов, мы это гарантировать не можем, но, по крайней мере, до сердец людей, то есть мы смогли достучаться. То есть самая главная борьба у нас шла за души, за умы людей, да, за общественное мнение. И с радостью могу констатировать, что здесь, на этом фронте, мы одержали победу. А уж фронт того, и тот вопрос, какие результаты в конечном итоге поставят, это уже будет зависеть не всегда от нас, к сожалению, хотя, конечно, некоторое наше участие здесь тоже может быть так, чтобы мы продолжали этот вопрос держать в поле зрения, будировали его, не оставляли, как говорится, в дальний угол, дальний ящик. И оказывали влияние, давление, в том числе на власть наших придержащих и татарстанских в том числе, так, чтобы они не допускали каких-то упаднических настроений, каких-то действий, которые были бы расценены башкирскими чиновниками как готовность Татарстана и татар, вообще татарской нации, татарстанской элиты признать любые итоги, в том числе фальсифицированные в Башкортостане.
Плюс, если уж плавно переходить к другим вопросам, да, последний, наверное, волнующий, взбудораживающий татарское общество вопросом был это вопрос, это закона Клишеса-Крашенинникова, так называемый, который был принят в конце этого года, да, согласно которому был фактически упразднен статус президента Татарстана, это раз, и согласно которому теперь министры финансов, образования и здравоохранения будут утверждать в Москве. Фактически татары были, наверное, единственным народом в России, который в таком широким фронтом пытался противодействовать принятию этого закона. Да, здесь свою роль сыграла и многолетняя борьба общественности татарской. К этому, наконец, хоть в какой-то мере присоединились и наши депутаты, и Госдумы, и Госсовета Татарстана, и депутаты Госдумы от Татарстана, да, пускай даже не все, но те, по крайней мере, те, которые были отправлены туда республикой, и они присланные варяги, они в основном либо поддержали, либо сохранили нейтралитет. Конечно, здесь можно отдельно рассуждать по этому вопросу, кто тут был героем, а кто выступил в роли предателя наших национальных интересов, кто предал интересы своих избирателей, от имени которых они выступают в Госдуме. Но этот вопрос будет долгим. Я, наверное, только подведу краткий итог, то что борьба и вообще кейс вот с принятием этого закона показал, что татары — это последний народ в России, который еще борется за федерализм в федеральном масштабе. А другие народы России, они уже, к сожалению, не имеют такого потенциала, и в основном они, если у них даже есть сильные национальные движения, то это в основном у них происходит борьба за какие-то местные региональные интересы, за местные региональные вопросы, а вот в широком федеральном масштабе, к сожалению, у нас должных союзников не оказалось. Это, кстати говоря, тоже вывод нам, татарам, о том, стоит ли всегда выступать в роли такого общего защитника, да, крыла для всех народов России, при этом жертвуя своими собственными интересами, забывая о своих национальных татарских интересах, да, то есть делать работу за всех, при том, что другие для нас этой работы по защите наших татарских интересов выполнять не могут. Это, мне кажется, вопрос, на который нам нужно искать ответ и делать уже какие-то выводы в практическом плане вот в предстоящем году. И, наконец, наверное, уже нынешний год начался с событий в Казахстане. Про них, наверное, единственное, что можно сказать, то, что конечных полных целей протестующие в Казахстане не добились. И там тоже, наверное, стоит сделать отдельный анализ по этому вопросу. Но главный вывод из этих событий мы можем сделать то, что и в Казахстане, и в России существует огромное количество проблем политического характера, да, можно сказать, мы даже входим в полосу политического кризиса, который нужно решать, иначе казахстанские события, я думаю, они будут уже вспыхивать многократно, не один раз во многих странах на бывшем постсоветском пространстве, потому что проблемы политические, что России, что Казахстана, что многих постсоветских республик, они в принципе одинаковые. То есть мы можем отличаться там по уровню ВВП, по уровню населения, количества населения, но политические проблемы так или иначе у нас у всех практически одинаковые. И вот, наконец, последний, наверное, закон, да, вот этого дуэта, уже печально известного, закон Павла Крашенинникова и Клишеса, вот этих двух депутатов Госдумы, которые уже в нынешнем 2022 году вновь отправили новый закон в стены Госдумы, который уже, к сожалению, приняли в первом чтении. Это закон о местном самоуправлении. Согласно этому закону у нас теперь упраздняется самое низовое звено местного самоуправления, а именно сельские, поселковые советы, да, то есть у нас теперь не будет главы сельсоветов, у нас не будет депутатов от сельсоветов. И таким образом, фактически, здесь мы видим сразу несколько ударов, которые принесет окончательное принятие этого закона, если, конечно, они не будут хоть немного смягчены поправками, о которых вот сейчас говорят некоторые депутаты Госдумы от Татарстана. Но в первую очередь удар это по местному самоуправлению, то есть у местного населения будет меньше возможностей влиять на жизнь в своем собственном малом населенном пункте, будь это хоть село, хоть поселок, да, потому что этот уровень упраздняется, мы теперь больше не будем избирать своих депутатов в сельсоветах и поселковых советов, а в крупных городах, где еще были районные советы внутри города, они точно так же упраздняются. И таким образом, кстати говоря, также не будет, видимо, городских советов в небольших городах, то есть к которым прикреплены районы, да,
точно так же. То есть у населения уже будет меньше возможности влиять на принятие решений местными властями. Раньше, например, местные жители могли, либо собравшись вместе, либо воздействуя через своих депутатов, принимать решения о каких-то земельных вопросах, об уборке там мусора и так далее, то теперь это все передается на уровень выше. И, как вы понимаете, в условиях нынешней бюрократии все это будет тянуться. Точно так же это большая проблема для сельских жителей, потому что теперь у них будет меньше возможности влиять на передачу земли арендаторам, на разработку каких-то земельных ресурсов. Да, это особенно касается тех территорий, где есть полезные ископаемые. И раньше, если местные жители могли, допустим, препятствовать напрямую разработке, допустим, карьеров полезных ископаемых вблизи их населенных пунктов, то теперь этой возможности они лишаются фактически. Теперь уже все будет решать район, а уж как там договорятся так называемые инвесторы, да, которых мы, как правило, узнаем только в самый последний момент с местными властями, это уже одному Богу известно. Плюс я, конечно, упомяну еще один момент. Это вот сокращение низового уровня местного самоуправления, оно опять-таки, скорее всего, приведет к сокращению вот этого аппарата управленческого. Далеко не секрет, что во многих сельских населенных пунктах, конечно, с работой всегда была проблема, и единственными, помимо сельхозпроизводства, единственными рабочими местами для местных жителей могли быть там какие-то объекты там образования, те же культуры, те же школы, детские сады, либо вот местные сельсоветы, где, потому что на зарплате сидел не только глава сельсовета и секретарь, там, бухгалтер, но и там одновременно были и уборщики, там, работники, там, допустим, которые убирают улицы, которые чистят снег зимой и так далее, да, то теперь в результате сокращения вот этого низового звена вполне возможно, что это приведет и к сокращению вот места работы этих людей. Опять-таки это вызовет цепную реакцию и еще большее вымирание, ускорит вымирание, наверное, сельских поселений. Конечно, разработчики этого закона говорят, что сокращения управленческого аппарата не будет, что эти люди все сохранятся на своих местах, просто поменяют название своих должностей и так далее, но вот в это, конечно, верится пока что с трудом, учитывая, что подзаконных актов и поправок мы еще не видели. Но, тем не менее, даже если они говорят правду и никакого сокращения управленческого аппарата именно на местах не будет, то, тем не менее, в любом случае, это еще один удар по местному самоуправлению, фактически его уничтожение, потому что теперь у нас выстраивается четкая вертикаль, да, начиная от главы страны, который может теперь по закону, первому закону, подчеркну, закону Клишеса Крашенинникова, который был принят в 2021 году, может увольнять, снимать со своих должностей глав регионов. Теперь по второму закону Клишеса Крашенинникова в 2022 году, теперь уже глава региона может в свою очередь также увольнять глав районов, мэров городов и теперь уже несуществующих глав сельсоветов, получается, да, которые уже теперь упразднены. Также за проявление нелояльности или, как это в законе написано, в связи с утратой доверия. То есть сами граждане теперь уже теряют всякое влияние на собственных депутатов. Это, конечно же, в том числе тоже плохо для самих сельских жителей, это плохо для всех граждан страны, потому что мы теряем еще один инструмент низовой демократии. Но это, конечно же, может быть еще последним ударом по селу российскому и по нам, татарам, потому что, что бы ни говорили, несмотря на то, что основная масса татар проживает сейчас в городской местности, около 70-70% татар, но тем не менее село это всегда было нашим фундаментом нашей нации, как и у многих других, у большинства других народов России, да, откуда мы подпитывались национальной культурой, откуда мы где мы сохраняли свои национальные традиции, как в неком заповеднике, то теперь мы этот заповедник мы можем потерять еще с более быстрой скоростью, чем это было ранее. Вот поэтому я бы, наверное, призвал наших зрителей, в том числе, следить за дальнейшей судьбой вот этого закона, следить за дальнейшими событиями, а о других процессах и в том числе о том, что происходит в Башкортостане на сегодняшний день после переписи, о чем мы говорили, о чем мы делали прогнозы, мы с вами поговорим в наших следующих передачах.